армысыздар құрметті пайдаланушылар. 12 сәуір адамзаттың ғарышты бағындырған күні. Сондықтан 1968 жылдан бастап Халықаралық авиация федерациясы бұл күнді дүниежүзілік авиация және космонавтика күні деп бекітті. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның ғарышқа ұшуының халықаралық күні деп жариялады. Ғарышкерлерді дайындау ісі бұрынғы КСРО-да 1960 жылы, ал ақш-та 1959 жылы және 1962 жылы жүргізіле бастады. Тұңғыш ғарышкер Юрий Гагариннен бастап ғарышқа 400-ден астам адам ұшқан. Олардың ішінде қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов бар. 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Для Казахстана это особенный праздник, ведь именно с казахской земли человек впервые поднялся выше неба. События планетарного масштаба произошли в Козлодемской области на космодроме Байконур в 1961 году, и первопроходцем стал Юрий Гагарин. Он первый увидел Землю со стороны. Целых 108 минут находился в космическом путешествии. С тех пор прошло 60 лет. За эти годы в космосе побывало более 600 человек. Свой вклад в освоение космоса внесли казахстанцы. Самые известные Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев и Айдын Айымбетов. Тоқтар Әубәкіров стал первым казахстанским и последним советским космонавтом. Генерал-майор ВВС Казахстана, народный герой Казахстана, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР. 2 октября 1991 года стартовал в космос вместе с Александром Волковым и австралийским космонавтом Франсом Фибиком. В течение недели работал на борту орбитального комплекса «Мир». Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 13 минут. Талгат Мусабаев был удостоен 15 наград и званием народного героя. Летчик-космонавт Казахстана попал в книгу рекордов Гиннесса. Он провел целые сутки в открытом космосе. С 22 октября 1991 года космонавт-испытатель первой группы. С 9 июля 1999 года командир группы, инструктор, космонавт-испытатель. Неоднократно входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа «Союз-ТМ». Айдын Айымбетов, казахский космонавт, первый гражданин Республики Казахстан, совершивший полет в космос, 545-й космонавт мира, народный герой Казахстана 2015 года, полковник ВВС Казахстана. Со 2 по 12 сентября 2015 года совершил космический полет в качестве борт-инженера. С тех пор, как освоение космоса начало развиваться быстрыми темпами, в короткий период на орбиту были запущены множество искусственных спутников Земли, выведены орбитальные станции «Салют». С помощью космических аппаратов осуществляется изучение естественного спутника нашей планеты Луны. Автоматические станции облетели планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и многие другие, заставили на Землю новейшие научные факты. Искусственные спутники оказывают большую помощь народному хозяйству. По фотоснимкам, сделанным из космоса, по результатам специальных исследований можно судить о запасах полезных ископаемых, изучать погодные явления, наблюдать изменения в атмосфере, делать точные научные выводы. В космосе ведутся и биологические эксперименты. В настоящее время одним из самых надежных и выгодных средств связи является спутниковая связь, которая хорошо используется для передач программ телевидения и радиовещания. Во время Советского Союза космодром Байконур находился в прямом подчинении Москвы. Сейчас это комплекс, состоящий из сложных инженерных сооружений, оснащенных специальными приборами на уровне последних достижений техники, используется совместно Россией и Казахстаном. Для проведения исследований в космосе необходимы огромные финансовые средства, но эти исследования окупаются.